Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24, с вами Петр Цепандин. Мы находимся в ресторане «Мусхая» в гастростудии уютной, и к нам сегодня пришел человек просто очень интересный, Анвар Бектимиров, хамусист из Казани, мультиинструменталист, йог, смехотерапевт, креатор, еще и танцор. Анвар, приветствую на нашей земле, скажем так. Я знаю, что ты приехал на фестиваль Мусустар. Ну, я так думаю, да, все по порядку, ты нам все расскажешь. Смотрю, ты принес нам очень какие-то интересные инструменты, которые я вообще первый раз в жизни вижу. Но первый вопрос нашей передачи, с чем ты к нам сегодня пришел, учитывая, что у нас кулинарный проект. Сегодня я пришел с идеей королевской ватрушки. Это пирог такой вкусный, с мукой, с творогом, очень полезный. Я знаю королевские креветки, ну а тут королевская ватрушка. Откуда название такое? Что за блюдо такое вообще? Ну, по поводу названия точно не скажу. Скажу, что я влюбился в столовой в колледже, когда учился в королевскую ватрушку. Все время ее кушал, потом в других местах. И в какой-то момент я понял, почему я все время хожу куда-то, когда я могу сам приготовить. Когда сам где-то рецепт узнать и для себя дома готовить. Да, и я, значит, у одной бабушки узнал рецепт, она мне написала на листочке, я вот в тот же день пришел, приготовил, понял, что я могу готовить это. Оказывается, да, очень легко все и вкусно. Не лыком шит, да? Да. А вообще как относишься к готовке? Отношусь хорошо, когда моя супруга готовит, а сам тоже, но редко готовлю. То есть для меня готовка это в первую очередь, ну, про состояние внутреннее, что должно быть супер классное состояние, которое я вложу в блюдо и которое, ну, еще больше усилит во мне это состояние и в других людях, которые попробуют. Да. Так, ясно. Ну что, давай начинать. С чего нужно? Нужно разбить 4 яйца. Готовится очень быстро это блюдо. Ну, я помню, ты меня попросил духовку подключить, она уже нагревается. В духовке будет же, да? Да. Ну, сначала, значит, все подготавливается и в духовку. Да. Хорошо. Ну, то есть как раз в то время, когда мы все положим в духовку, ну вот с музыкальными инструментами и все прочее, мы познакомимся. Ну, Анвар, я попрошу тебя рассказать о себе. Я знаю, ты из Казани. Да. И больше практически ничего. Я живу в Казани. Из Казани хочу переехать в Крым впоследствии. Очень люблю это место. Но пока живу в Казани и развиваю традиции культуры Татарстана, татарский язык в том числе. И вот у нас называется варган кубызом. Вот, развиваю культуру кубыза, ну, хамус получается. Хамус это кубыз? Да. Варган, но варган это общее название. Варган это славянское название, да? Варга это уста. Либо еще есть от сварога, ну там славянского бога, неба. Вот. У татар он называется кубыз, у башкир тоже он называется кубыз. Вот. У татар, ну вот такая предыстория, женщины вот играли, чтобы успокаиваться, они в косу прятали кубыз, им нельзя было вот так показывать, они прятали и где-то в уединении играли так тихонько. Вот. Да? Ну то есть это какое-то табу, да, именно для женщин? Ну у женщин так было, а у мужчин его больше для пляски использовали. То есть, играли и танцевали. Да, и чтобы танцевали, другие танцевали. И, наверное, поэтому с Татарстаном больше такие современные стили танцевальные пошли, там в стиле EDM, техно, псай-транс. Ну и я вот тоже полюбил именно такие стили игры. А как ты к этому пришел? Я ходил в ночные клубы на электронную музыку. Это во сколько лет было? Ну это 24. До этого чем занимался? Нет, я вообще хочу понять первоистоки. Вот. То есть ты, допустим, ты школьник, да, учился в школе, скорее всего, в Казани, или как? Ну вот, если с самым кубысом, хамусом, я вот в ночном клубе познакомился. До этого я толком не знаю. Странно, обычно в ночных клубах знакомятся с другим, да, а ты познакомился с хамусом. Хамусом, да? Да, то есть я люблю очень танцевать, и пошел в ночной клуб, танцевал, и вышел, значит, Ильдар Гемадиев,
со своей программой музыкальной и начал играть. И я слушаю, и то, что там электронные звуки, и такое прикольно. И еще и под это можно танцевать. И прям как-то растанцевался, влюбился в звук. Эффект. В эффект, да, в эффект состояний. И еще то, что это не просто электронный звук с колонок, а это состояние вибрации, которое вещалось на танцпол. И вот я эту вибрацию как-то ощутил сердцем, и я понял, что мне нравится это, что я люблю это. Ну, я люблю это всю жизнь. Хотя вот познакомился только сейчас. Только увидел. Да, и я такой, как такое... Тот редкий случай, когда говорят «любовь с первого взгляда». Да, вот именно это чистая такая любовь. Любовь к инструменту, любовь к исполнителю, любовь к стилю. Ну и живой звук. И живой звук. И я понял, что я хочу научиться так же играть, я хочу делать такую музыку, чтобы другие тоже танцевали под нее. И позже я как раз познакомился с Эльдаром, уже так, ну, мы с ним стали вместе работать. А Эльдар, кстати, да, ты это знаешь, да, ну, вот для телезрителей объясню. Эльдар в прошлом году тоже был в нашей передаче, он сам играет и мастер, да, насколько нам известно. Да, он сам хамусу делает. Он уже играет 13 лет, вот, и уже очень многих обучил. Я у него вот до сих пор обучаюсь. Ну, обучаюсь не так, что он там индивидуальные занятия, а так в силу того, что вот я... Он мастер-классы проводит. Он мастер-классы, да. Обучение, да. Говорит, Да. что у него больше 500 учеников, по-моему. Да, очень много учеников по всему миру. Да. И он классно обучает, у него своя авторская подача, свои стили, и это здорово. То есть он объясняет, как вот здесь в Якутии сказали, он объясняет как физик. Вот мы заметили, что здесь в Якутии больше так как-то телепатически объясняют. Типа делай вот так раскладывай, и все получится. И здесь это вот прям на 100% работает, потому что даже вот те люди, которые такие, я не умею играть на хамусе, или я там ни разу не умел, сразу берут и сразу уже сразу играют. Ну, какое-то чудо. Потом им говоришь вот так, то есть не надо как-то объяснять, там, расписывать, а сразу оп, как будто вот как-то перехватил мысль и все, и уже умеет играть. Вот. Ну, это очень круто, я считаю. А Ильдара как раз назвали физиком, что он там расписывает, вот как язык вот так делать, там книгу. Ну, то есть технологии. Да, он прям ее разжевал, прям, чтобы мог там человек, который вообще никогда не знал, никогда не видел, смог тоже сделать определенные техники упражнений. Вот. Я вот хамусы принес на передачу, чтобы рассказать еще такую мысль, что вот у славян же варган, и вот есть такое слово сварганить. Приготовить? Да, приготовить. Давай сварганим что-нибудь. Ассоциация Мы сразу. как раз давай что-нибудь сварганим. Приготовить. А произошла она как раз-таки с славянской традиции готовить еду с варганом. Ну, то есть перед тем, как приготовить еду, женщина играла на варгане, на хамусе, да, во время еды. Вот сейчас тоже заряжу чуть-чуть саму массу. Ну, давай. И она заряжала вибрациями чувств, потому что если у женщины в 10 раз эмоции и чувств превышают, чем у мужчины. И она получается... Ну, больше, скажем. Да, ну вот психологи утверждают, что... Может быть, никто не измерял, но хорошо. Ну, да, такого прибора еще нет, но будем считать, что больше. Согласен. Гораздо больше. Согласен. И женщинам как раз и нужно отвечать только за свои чувства. То есть, ну, это по ведам так условно сказано. И, соответственно, если женщинам там в отрицательных чувствах, страхах там и так далее, еда становится ядовитой, ее нельзя есть. Ну, то есть и те, кто чувствует сразу, но если она наполнена любовью, там, благодарностью, либо творческим каким-то состоянием, еда становится заряженной. То есть, полезной. да, она даже может туда такое намерение, что вот там у мужчины или у людей, которые появятся новые идеи, там, или откроется даже там денежный поток, условно говоря, что... О чем речь? Тонкие материи, короче. Очень тонкие материи чувств, потому что чувства, ну,
Мы живем, в принципе, для эмоций и чувств. Там, концерты ходим, кушаем там. Все это чувство. Ну Голые мысли, логику там. Да. Вот, сейчас попробуем. Ну, давай сыграй. Буду заряжать такими современными или электронными стилями, чтобы А хотел. можешь мне на денежный поток сыграть, когда мне сильно? Супер. Конкретно мне, да? По блату, раз уж я ведущий. На выигрыш в лотерее. На выигрыш в лотерею, да, чтобы обязательно, и чтобы мой любимый клуб футбольный все время побеждал. Отлично. Можно? Давайте попробуем. Хорошо, давай попробуем. Вот. Да. Лигу чемпионов в этом году. А какой клуб? Милан. Ой, хорошо. Если выиграем. Милан и лотерея. Первая лотерея, так мне, да, и потом Милан. Лотерея сколько, чтобы там выигрыш был? Ну, $1 000 000, нормально. Хорошо. Да, да, немного, много. Милан выиграет, Милан выиграет, Милан выиграет. Тоттенхэм выиграет $1 000 000. Класс, спасибо. Отлично, Вот. да. Лотерея и Милан, ну хорошо. Консистенция готова. Так, Главная секретная техника добавлена. муку не надо? А мука, она как, как, сейчас мы ее в отдельное как раз блюдечко. Берем так. Да. Вот можешь скорлупки вот под тобой Ага. мусорка, да, выкинуть, чтобы не мешало. Оп. Да, тряпочку возьму, если что. Масло, Вот это мне кажется, как не раз. нужно. Масло сливочное. Так, мука. это тоже мы уберем, чтобы в кадре не мешало. Все, это будет у нас, сейчас, если не будет хватать, то еще муки. Это у нас нижняя часть пирога и верхняя Первый часть. слой. Да, это вот такие катышки, катышки, которые будут защищать начинку и которые добавят Форма, да, некая? форму и вкус определенный. То есть тут нужно муку с маслом максимально смешать, вот, ее слепить, Мгм. то есть определенная лепка. Я вообще думаю, что вот если, ну, есть же разные сочетания. Вот недавно я увидел сочетание рэпера и скрипача, ну, в одном человеке. И- Ага. И, никогда бы не подумал, что вот такие, Смешение силий таких, да? ну да, что в одном человеке встретится скрипач и рэпер. И как-то, ну, это как вот барабанщик и оперный певец, наверное. Вот Ну так. да. Ну, вроде как бы традиционная классическая, да, и музыка, и вроде как такой неформал. Да, вообще Рэперы же всегда считают, что у нас, ну, как неформальная музыка. ну, всё гетто, да, и прочее. Да, как-то- да. Ну, это уже такие неформальные ребята. Так, ну ладно. Ну и стиль жизни у него такой рэперский, а сам он скрипач. Скрипач. Вот, еще нужно все-таки добавить, Муки, да? то слишком липкое. Мгм. Да, мы это уберем отсюда, чтобы в кадре не мешало нам. Вот, вообще мне нравится тоже играть с словами, разные форматы слов. Вот смеха-йога в этом плане открыла Да, такое- давай тогда вот это потихоньку переходить, да? Мгм. Смеха-йога. Как к этому пришел? Что это такое вообще? Пришел вообще года 2 назад, наверное. Ну, я вообще сам по себе очень люблю смеяться, всю жизнь смеюсь ярко, и у меня во многих местах там иногда типа, можешь потише посмеяться, там, типа, можешь потише. Там. Ну, вот это социальные какие-то блоки, барьеры, Мгм. они присутствовали, но я как-то не сдавался. Мне прям даже иногда говорили, типа, вот здесь лучше не смеяться на этом Мгм. мероприятии. Я говорю, как? Не, ну есть места, где вообще, Ну, лучше да, не смеяться. на похоронах лучше не Да, смеяться. в церкви. Ну что ж там В смеяться? в цирке, да. В церкви, я В имею церкви, в виду. да, в церкви. Но есть места, где табу, ну, вообще, да. В С них- пожилыми людьми, с незнакомыми людьми. Ну как, ты начнешь смеяться, скажешь, ну, ты какой-то придурок. Да, ну, приходил. но есть и мероприятия, где смешно, и Ну там, да. но вот именно
Среди друзей. социальные зажимы определенные, они дошли до того, что даже вот места, где там, ну, можно смеяться, и смешно. Сам Бог то- велел Да, смеяться. да, и то, типа, ой, надо Да. потише, там, как ты можешь привлечь внимание. Вот. Как-то, типа, некультурно смеется. Некультурно, да. Да. Хотя, ну, а, А как, что такого-то? как может быть некультурный смех там, или некультурная зевота там, да? То она естественна, и в итоге поменялось мнение у этих людей, и когда они тоже познакомились со смехо-йогой, когда они прошли смеходиагностику. Даже такое Да, есть? диагностика смеха это когда у человека определенные психологические зажимы, что, ну, вот есть смех без причины, признак дурачины. Типа, Ну, да, раз я это, смеюсь, значит я дурачок. А да, почему не побыть дурачком? Ну, Расхожее мнение. Да. как, потому что же есть горе от ума. То есть, если я слишком умный, то я буду горевать. А так оно и происходит. Типа, самые умные, они, ну, самые такие грустные. Вот. Вроде бы умные вещи говорят. Ну да, ну с другой стороны есть барон Мюнхгаузен, помнишь же, вот исполнение великолепного Янковского, когда он говорил, что смейтесь, друзья. Говорит, слишком серьезные лица, именно с этим выражением лица делаются самые плохие и гнусные вещи в мире. Да, да. Лучше уж быть, да, глупым дурачком, который смеется все время, чем, как говорится, да. Да, вообще состояние дурачка, она и открывает творческий поток. Вот и смеха-йога, да, смехотерапия. Смех одно из его лучших свойств. Я бы сказал, человек, который не боится показаться смешным. Да, да, Вот, да, да. вот так, Ну веселым, да. смешным таким. Смешным, да, ну который скажет, да, он дурачок, Да. несерьезный. Да. Да. Но в итоге зато счастлив. Ну, может быть, да. Счастлив, Возможно. здоров. Ага. Вот, все. Приготовил. Вот одно из упражнений смеха-йоги, пока этот сушу, есть такое, ну, вступительное. Что такое смеха-йога? Это комплекс дыхательных упражнений с звуковыми артикуляциями, которые вызывают смех. Ну, это типа ха-ха-ха, хи-хи-хи, хе-хе-хе, ху-ху-ху, а-ха-ха, там, о-хо-хо. Ну, то И есть смех же должен идти отсюда вообще. ну да, и искренне он от живота, но в самом начале можно там и от груди. То есть искусственно. Это смех, который вызывается искусственно. Вот дети, они 300-400 раз в день смеются. Они смеются над тем, что они смеются, а не Да. над тем, что шутка какая-то смешная или ситуация. А потом с возрастом А уже потом говорят, да, будь скромнее, Будь... ты же уже взрослый, такие вот как социальные рамки, да, действительно. И еще- Родители так говорят, да, зажимы какие-то. И еще взрослые вот 15 раз в день смеются в среднем. То есть от с 400-300 до 15, ну это вообще... Ну, 20 раз меньше. да, и меньше, и, соответственно, человек уже взрослый, он смеется там, над смыслом шутки или над еще чем-то, а не над тем. А если, ну вот есть же там улыбасана, да, у Нарбекова, что там улыбка, да, и прямая спина, и с хорошее настроение. А если мы еще добавим, что вот 5-10 минут мы будем просто сидеть там в уединенном месте, а это один человек или там в группе, и они такие ха-ха-ха, 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 и уже, соответственно, вот это ха-ха, оно уже начнет более заразительным становиться. Пробивать на хихи. Да-да-да, оно пробивает, прям много раз замечал, и прям в группе это, ну, это сказочно вкусно. Так, а теперь мы будем в духовку. Вот это нужно, Да-да-да. Хорошо, давай я подам тебе. Сейчас нижняя часть у нас, мы ее, как вот сегодня снег пошел, да, ну такой. Вот, и когда засыпается еще вот такая визуализация от сердца, что вот поток сердца открывается, и такая бесконечная космическая любовь, доброта наполняет каждое вот это мучную вот эту консистенцию. Мгм. Вот, и когда человек будет То есть пробовать мы, ее. Милан выиграет по-доброму. Да, без агрессии, так, Ага. с любовью. Вот Класс, как, класс. как Так, вот. а это остаток на второй слой. Это пойдет? да, сверху. Вот Хорошо. как вот любит Мухаммеда Али, за что его любят? За то, что он не добивал. То есть он видел то, что противник падает, и он не бил. Что он не травмировал человека. Вот. Вот это сражаться так с любовью как раз таки. Так. Оп. Мгм.
ее сейчас подправим. Как раз большая. Ложка нужна будет, да? Да, большая такая Ложку. духовка получилась. Большая. Где моя большая ложка? Держи, я подготовил тебе. Давай лишнее я уберу. И вот так. Оп. М, Рамки. Да. Ну, мне кажется, все равно будет стекать, это больно жидкое. Сейчас мы ее А, вот так, хитро. Так. остановим барьеры. Будет у нас более такая креативная королевская ватрушка. Так, теперь берем, Сверху уже. да, второй слой. Это получается такой, как слоеный пирог, да? Да, такой. Но это чтобы сохранить начинку и придать ей вкус. У нас в Татарстане очень любят чай пить. Прям, ну, М, такая прям, не знаю, Ритуал. ритуал, да, вот Да. с детства вот как-то чуть что чай. И Чай, притом чай. не одну чашку, а там прям по 5, по 6. Да, и И- обязательно десерт, да, какой-нибудь? Да, Ну да. вот самое традиционное, по-моему, как раз у Дарьи готовил чак-чак, да? Чак-чак, да, есть. Да. Есть еще большие чак-чаки. Вот, ну, очень трудное для меня блюдо, по крайней мере, которое я тоже хочу в этой жизни научиться готовить, это губадия. Это вот с рисом, с изюмом и такое татарский творог тоже. Это красный творог прожаренный, он называется кырт. Итак, все. Ну давай я это возьму, помогу тебе, руки у тебя грязные. Ага. Да, там. И на 30-40 минут, Да, закладываем По- посерединке. да, посерединке, Да, духовка 180 у градусов. Духовка у нас нагрета 180 градусов. Да. Итак, мы заложили наше блюдо в духовку, и пока она готовится, Анвар, ну что, я смотрю, у тебя много всего. Рассказывай, как говорится, да, я с чем ты пришел еще. сегодня пришел на передачу с хамусами, двумя хамусами. Это басовый и высокочастотный. Тут вот, ну, сразу Ну, в отличие, я написаны понял, ноты. это низкие частоты, а Да. это высокие. Бас, Да, у нас да. низкие. Это у нас нота си, это фа диез. Вот. Подожди, сразу спрошу. Мгм. Значит, ты и сольфеджио знаешь? Да, вот Специально изучаю. учился или учишься еще? Пока учусь как самоучка. Вот. В телефоне есть приложение Tuner, и можно менять тональность. То есть ты теоретически можешь взять ноты и сказать, посмотреть и по нотам сыграть. Теоретически, да, можно так. Ну, если знаешь ноту, Ну, можно и исполнить любую партию. Да. Тан-дан-дан-дан. Можно, можно, по крайней мере, раз, в принципе, есть, но в композициях есть ноты выделяющиеся. Мгм. И вот можно по эту выделяющую ноту брать хамус, который тоже с ним сонастроен, и играть. Мгм. Вот, в одну ноту получается. Где-то нужно, вот даже один хамус, он может заменить там 5-6 хамусов. Там, вот магнитик, да, вот получается, я сейчас вытащил, вот он, если смотреть. Опа, это что такое? Это магнитик, Так. и я вот, к примеру, ставил магнитик на колено хамуса, и Ага. уже звук На поменялся. язычок. А, Да. ну да, из-за того, что вес поменялся, он уже как бы, да? Да, и чем больше магнитиков я буду вставлять туда, тем Тональность меняется. тем больше, да, будет меняться тональность звука. Вот тут Что щас. производство? Это откуда хамус? Это производит Ильдар Гемадиев, Ильдаровский, его мастерская как раз. Вот по поводу магнитиков, это придумано также в Якутии. Просто, ну, как-то не прижилось, что ли, тут с магнитиками играть и менять тональности, но придумано это в Якутии. Вообще Мгм. очень много изобретений с хамусом, оно в Якутии прям изобретено и в других местах уже вводится. Мгм. Но что-то как раз не используется в Якутии. Ну да. Ну, Вот, не и- прижилось всё. Мгм. Вот, сейчас я вот вставил как раз 3 магнитика, и вот такая тональность.
Вот, что мне в Якутии у якутских мусистов понравилось, это вот стиль игры руками. Это вот очень красиво выглядит, когда, да, когда Вот это. танец руки, это вот когда, Ага, ты- а когда еще вставляется в зубы, там руками вот так машется, одно заглядение это все видеть и чувствовать, как будто происходит вот это танец вибраций духа. Мгм. И вот здесь я сейчас учусь животным звуком. Там, Высокочастотный, да? это сейчас, да, высокочастотный, а учусь я именно звуком животных, потому что вживую это ощущается очень сильно. Прям, ну, как-то все тело как-то вот так прям встает. Ну, и вот звук волка, к примеру, он как-то тревожно пугающий, но и вместе с этим он какой-то прям такой супер мистический. Вау. Здорово. Был подъезд. И принес я также глюкофон, ну, тоже из Название очень интригующее. глюкич с немецкого это счастье, фон это, ну, как фон, То есть, пространство. то, что наше слово глюк, это как бы оттуда, да, или как? Это созвучно или однокоренные слова, или разные? Может быть Может быть, да. созвучные, может быть разные. Так. То есть, точно не скажу. Но кто услышал, тот услышал. Глюкофон. Да, либо happy фон. Happy фон. Счастье. Счастье фон. Да, то есть звук, дарящий счастье. Мгм. Давай покажем нашим телезрителям, да, что это такое вообще. Это похоже на НЛО маленькое. Ну, Да. согласись, да, Да, да. на летающую тарелку. Сделаны такие надрезы, довольно-таки тяжелые, увесистые. 3 И- килограмма. Да, если, скажем так, Ну, можно, да. зарядить, то можно получить не слабо. Так, Ну, звук тоже выйдет. да, да, да. Тойм будет она. Вот. Можно играть палочками, можно играть пальцами. Если мы играем пальцами, то мы уже Звук, готовимся соответственно, другой. с другой, и мы готовимся, получается, уже к более большим язычковым барабанам. Это еще Теоретически можно и железными можно сыграть, можно и деревянными палками. Да? ну, должно быть что-то мягкое. Вот тут палочки, внутри эти шарики, попрыгунчики. Да, Да, то есть он сейчас еще нужно добавить мягкости чуть-чуть, Ага. чтобы Вибрации побольше было. вибрации, и чтобы именно вибрации, Стола не передавались. да, то Всё есть понял. твердый. Вот. Вот такой звук выходит. Звуки как из-под мультиков. Там. Да, да. Что-то вот где-то вот это с инопланетным, современным чем-то таким. Космический. Космическим, да, что-то такие ассоциации навевает. И медитативные. Медитативные, да? Тут внутри пустота, и вот каждая нота, она как-то соединяется, и третий звук Но выдает. звук выходит же через вот эти прорези и Да, вот через да, вверх. да. Да, она же не идет вниз, только наверх. Ну и можно улететь прям иногда просто по полчаса, по часу, и все в этот звук, и он... Созвучно названию можно глюк какой-нибудь поймать. Да, да, можно чуть такой ли не так, да? звуковой, Ми- ми- звуковой глюк.
поймать. Звуковой глюк. Ну, Вот. а мне кажется, подходит для записи музыки, для Да, да, чего-то. да. И записи музыки, и для медитации. М, И вообще это же еще и колокольный звук, звон. Похож, да. Да, и, соответственно, он такой оздоравливающий. Просто там, где колокольщики играют, они же глухие становятся, но они всю жизнь здоровые. М. Вот, из-за того, что их очищают, но глухие. Вот. А Своя такая музыка, аудиотерапия. да, а здесь не оглохнешь, здесь наоборот просто оздоравливаешься. И здесь, ну, затягивает и играешь. А вот с хамусами мы придумали такое слово, как хамусная лихорадка. Это вот когда начинаешь играть и все, и не можешь остановиться полчаса, 5 часов, там 10 часов играешь, там губы в кровь порой. Зубы поломал, Не, ногти. зубы, слава богу, вот хамус, он укрепляет зубы, эмаль, Наоборот. десны, да, там есть такой эффект, как костная проводимость звука. То есть это когда мы вибрацию через кости, и у нас все кости вибрируют. Больше черепная коробка, но и все тело. И, соответственно, зубы, они подвергаются определенным вибрациям, которые как раз-таки оздоравливают. М. Вот. И есть еще внутренняя часть уха, которая тоже получает звук. И еще один из экспертов назвал хамус как ноотропный инструмент. То есть инструмент, который лечит мозг и создает новые нейронные связи. М. То есть разрубает вот эти шаблоны. Антиальцгеймер. Да. Возможно. Да. Возможно. Да, вот возможно будут и там тоже использовать, и вообще будет круто. Ну, как говорится, век живи, век учись. Да, ну, я пришел вообще к такой мысли, что о хамусах знают только вот верхняя часть айсберга, а вот все, что там внизу, не знают. Инструменту более 5000 лет, и вот мы точно не знаем. Скажем так, один из древнейших. Да. Самые древнейшие Точно, это точно, да? во всех народах, раскопках, там в Африке, в Японии, там в Южной Америке, Северной Америке, ну вот на российском, в Европе, там везде находят хамус. В разных форматах, но везде этот инструмент есть. М. А раз он есть везде, значит это был когда-то, может Ну да, быть. он удобный, маленький, можно с собой его везде брать, где пришел, сыграл. Да. Грустно стало, родину вспомнил, сыграл, вот тебе и Да. это. В Казахстане, к примеру, в чувствах признается противоположным полу. Если хотят, там, я тебя люблю, беру там и вот играю. На хамусе сыграл. Да. Ну да, вот это же стало совсем, скажем так, недавно, ну относительно недавно таким новым направлением. Сейчас же эти форумы всевозможные проводятся, встречаются, да. И в связи с этим вопрос, насколько ты тесно общаешься со своими коллегами, которые с разных стран? Ну сейчас такой 21 век, скорее всего. Ну, не так тесно, я только начинаю общаться. Вот тут в Якутии с Георгием Слепцовым познакомился. Кстати, тоже был в нашей передаче. Да. Шавуху готовил, помню. Да? Да. Вот, очень круто играет. Да. Вот мы очень как круто играет. познакомились где-то недели полторы назад и сразу сдружились. Вот. И мне интересно со всеми познакомиться, хамусистами. Ну, повышать свое мастерство, тоже стать одним из лучших в этом деле. Не только как игрок, но и тот как исследователь. Исследователь, пропагандист, да. Да, ну у меня вот этой культуры. видение того, что сделать из этого такой хамусный хайп. Я вот его назвал варганный хайп создать, чтобы на улице не там, на улице, чтобы выходили, ну, чтобы на улицу говорили, пойдем поварганим на улицу, там 5 минут. И зашли там на остановку, чтобы люди там тоже пока ждут, там раз поиграли. И вот в разных местах. Такое видение у меня есть, и вот его как-то... Хамус, короче, в массы. Да, хамус в массы, вперед. Всем по хамусу. Всем выдать по хамусу и хамус в массы. Да, льготные хамусы там. Да. Благо он недорогой. Да. То есть в массы вбить, что эти сыграешь, здоровье прибавится. Ну, например, под каким-то таким соусом подать. А Так почему нет? Да? Он и омолаживает, то есть кровоток лица меняется. Он и творческое состояние создает, медитативно, то есть тревожность убирает. Он и
частоту меняет. То есть человек, который играет на хамусе, он регулярно повышает вибрации своего тела и своего ума, и, соответственно, у него происходит такая эволюция сознания. То есть он в этот момент мыслит не словами, а вибрацией звука. А это совершенно другое измерение. Вот. Ну, то есть, опять же, с помощью тонких материй Да, омолаживать и оздоровлять свой организм. да, Так? да. Ну, круто. Вот. Не только шаманские. Итак, друзья, мы взяли немножко паузы. Слава богу, нам это позволено. И нам уже время наступило для того, Да. чтобы вытащить нашу королевскую Ватрушку. ватрушку. Оба! Такие разные цвета. Чуть-чуть где-то местами, может быть, черненькая подгорела. Но ничего. Это мы закрываем. Запах вкусный. Запах, да, запах жесткий вообще идет. Вкус победы Милана. Ну что, как это надо сервировать? Это Резать и да, вот сюда, видимо, да? порезать. Ну давай, как говорится, займись, пожалуйста, этим, Анвар, да. Ну и у меня еще вопрос, да. Про Этим же можно, да, резать? Вот тут. Да, не, ну вот это, мне кажется, Лучше будет маленьким. этим удобнее, это даже острее и будет сподручнее этим, да. Ты же еще и йог, Да. и смехотерапевт, и танцор, и на гвоздях. Ну вот, вкратце, пожалуйста, И об на этих, шарах об тоже этих стою. увлечениях. Либо это не увлечение, это образ жизни. Что вообще для тебя все эти, скажем так, активности значат? Еще вот лопатку. Поддевалку, да? Это возможность еще больше как-то выразить Да-да-да. то, что во Да-да-да. мне есть. И я просто с детства очень эмоциональный, во мне очень много чувств. И я других очень сильно чувствую. И когда, особенно мне тяжело, когда другим тяжело эмоционально. Я это перехватываю. И для меня это была большой проблемой. И я стал искать, как мне вот хотя бы как-то стабилизировать, потому что так все Ну, время. какие-то все время, вот то, что мы говорим, духовные практики, да? Да. Ага. И я познакомился. Сначала я начал практиковать шаростояние, то есть это стояние на шарах гимнастических, фитбольных. Ага, вот так. Да, вот. так. Ну, равновесие чисто. Да, чисто равновесие. Ага. Я дошел до того, что я начал стоять на 3 шарах. Вот, это максимум, до которого я дошел. То есть 2 шара, еще на них шар. Вот, либо так вот вертикальный шар, либо вот так. Вот. И еще играл на гитаре, там пел. Вот. Ну, просто все творческие позывы, которые вообще можно человеку делать, ты делал все. Ты и гитара, получается, и музыкант. Да. Ну. И вот я думал, что я коммерсант, предприниматель. Да, ты рассказывал, что ты маркетингом Да, занимался. до маркетинга предпринимательства я думал, что я стану судьей, юристом. Мгм. Вот. Но я когда поработал в суде, я понял, что я не юрист, я предприниматель и какой-то творческий человек. Мгм. Поработав в предпринимательстве, и я еще больше ушел в духовность и понял, что я больше такой творческий человек, и мне нужно заниматься тем, чтобы просто помогать другим людям и вдохновлять других людей. Ну, то есть ты узнал свою миссию настоящую. Да, моя миссия это посвятить свою жизнь А был творчеству. какой-то вдохновению. такой духовный наставник или что? Или... Таких определенных духовных наставников вот прям были определенные люди, Мгм. да, которые внесли вклад. Вот, самый большой, наверное, вклад внесла шаманка из Иркутска, Лео ее зовут. Мгм. Она шаманка и йогиня, то есть она всю жизнь занималась йогой и шаманизмом. Она жила на месте силы Альхон. Альхон, ну. Да, одна, получается, 8 лет она жила одна на Альхоне Мгм. и общалась с природой, ветром. Вот. И она для меня открыла очень много таких таинственных вещей шаманских. Мгм. Я себя шаманом не считаю. Пока. Я бы сказал, потому что это, мне кажется, твой путь такой. Возможно, но Но. как-то пока что либо я это не осознал. Вот. Слово шаманизм, шаман, да,
то, что я разбирал, мы говорим на русском языке, передача тоже на русском, а она имеет корни славянские, древние. И вот шаман, если с древнеславянского, это человек, управляющий пространством. Ша – это пространство, ман – человек. То есть человек, управляющий пространством. И внутренним пространством и внешним. И путешествующий в нижние пространства, средние и верхние. Вот это шаман. Разные миры, которые... Разные миры, да. Или... То есть это устройство, это срединный мир, верхний мир, да, нижний мир. Да. Поэтому он в какой-то момент еще и водитель, да, шаман, потому что у него есть верный конь, это либо варган хамус, либо бубен. Но общаясь с шаманами, у большинства шаманов мнение о том, что хамус гораздо более важнее, чем бубен. Потому что, хамус он портативный, и он может, гораздо тоньше. Бубен он бам-бам-бам, все. Ну да, больше для масс. Да, для масс, для того, чтобы как-то, хамус, я считаю, что это произведение искусства. Слушай, ты приехал к нам на фестиваль же, да, Музыстар? Да. А как оказался, как это случилось? Меня позвал мой близкий друг Ильдар Гимадиев, он же мой наставник хамусный и музыкальный наставник, благодаря нему. Вот, друзья, иногда полезно в ночные клубы ходить. Да, а то говорят же, современное поколение, нафиг эти ночные клубы, закрыть все к чертовой матери. А тут раз и... Сейчас мы меняем представление, что в ночном клубе не только то, что вот представляется, но и можно. Мы вот недавно организовали звуковую здравницу. Тоже в клубе в Якутском, там, казалось, где вот там напитки эти разные, состояния. Царит беспредел, да, скажем так. И мы изначально хотели, чтобы нам молодежь пришла, но мы назвали звуковая здравница, и нам пришли бабушки. Не совсем то, что вы ожидали, наверное. Да, не только бабушки, и среднего возраста, и девушка молодая тоже пришла, но в основном это вот такой контингент был. Наверное, слово здравница, оно не подходит для молодежи. Вот, на Мусустар я танцевал и пел. Мы вот прям за день до выступления, как прилетели на самолете, репетировали. И мы решили, вот где у нас EDM песня, поменять слова. Там был Варган Vibration, мы поменяли Якутия вперед. И там Якутия вперед. И классно встречали людям. Вот. И я танцевал, и в итоге это тоже много кто увидел. И сейчас... То есть еще и танцы, еще и на гвоздях ты стоишь. То есть вообще действительно тебе нужно пожелать, как я тебе говорил, мне кажется, ты скоро уже станешь шаманом, будешь пропагандировать все эти тонкие материи, духовные практики всевозможные. Ну что, у нас уже все готово. Анвар, нам подогнали чай. Держи. В Татарстане же пьют чай, у нас тоже пьют чай, много. Да. И что, приятного аппетита нам. Давай по кусочку берем, попробуем, что же у нас получилось. За выигрыш Милана. За выигрыш Милана и за лотерею. Да. Очень вкусный десерт. Да. Действительно, королевская ватрушка, да? Правильно? Класс. Ну что ж, Анвар, спасибо, что ты был гостем нашей передачи, да? Я, по-моему, тебя предупреждал, у нас такая традиция есть добрая. Пожалуйста, вот на камеру эту пожелание для наших телезрителей. Желаю каждому, кто сейчас смотрит, осознать и обрести свое предназначение в этой жизни, осознать смысл, суть самого себя, где каждый будет счастлив и где каждый будет умиротворен и еще будет больше любить себя и любить других людей. Вот такое пожелание. А я еще раз повторюсь, что у нас сегодня был в гостях Анвар Бектемиров, наш гость из Казани, из Татарстана. Анвар, спасибо тебе еще раз большое. А я Петр Цепандин. На этом мы с вами прощаемся. Будьте здоровы, друзья. И кушайте, как мы, всегда просто и вкусно.